Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное заранее спасибо за ваши лайки и за ваши хорошие добрые комментарии. Тема сегодняшнего гадания называется так: куда все идет? Сценарий вашей судьбы. Кто не боится, кому интересно, приглашаю вас к гаданию. Пожалуйста, посмотрите на песочек, мысленно либо вслух задайте такой вопрос: куда все идет? В чем сценарий моей судьбы? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую полезную и самую нужную информацию. Итак, давайте же посмотрим, куда все идет и в чем сценарий вашей любви. И вашей любви, и вашей судьбы. Значит, тема будет про любовь. Не зря я оговорилась. Так, ну что, мои дорогие, что хочу сказать. Ну, вот даже, да, вот вы видите, мои зрители, прекрасная звезда, которая к вам идет. Звезда — это исполнение. Исполнение мечты, исполнение желания, исполнение заветного желания, исполнение вашей воли, исполнение воли высших сил. Понимаете, вот именно счастливое, прекрасное исполнение. Также звезда говорит о дружбе, о чистой, искренней, яркой дружбе. И звезда еще говорит о любви, которая, знаете, вот воспета в книгах, в романах, в сериалах, то есть какая-то необычная, прекрасная звездная история любви, которая будет происходить в вашей жизни, которая вам именно по судьбе. Мои милые, если кто-то там в браке, в отношениях, да, и у кого-то жизнь, например, не самая сахарная и, скажем, далека от какой-то сериальной, вот поверьте, даже и вам эта звезда принесет прекрасное, счастливое исполнение. Так что не стоит не расстраиваться, не переживать, понимайте, что и на вашей улице будет праздник. Ваша судьба, она, конечно же, сложная. Вот я не буду скрывать, я вижу сложности. Очень много таких колючих линий, очень-очень много. Но это вот идет как первая часть жизни, да, первая половина. Вторая же половина у вас наоборот. Она вся такая, знаете, вот идет с подарками. Подарки исполнения возможности. Подарки исполнения возможности. Над кем была карма, мои дорогие? Вот у кого-то из моих зрителей есть карма. Причем карма такая, знаете, не из легких. Я вижу, что удастся вам ее пройти, что вам удастся ее преодолеть, и вы уже свободным творцом пойдете по своей жизни. Смотрите, здесь в основании вашего песочка, скажем так, да, лежит топор. Видите, какой острый топор лежит, да, как будто бы топор что-то рубит, отсекает, отрезает. Мои дорогие, вы у меня очень терпеливые, такие божественные, нежные ангелочки. Вам, конечно же, нужно браться за этот топор. И все ненужные хвосты, все ненужные там, не знаю, там прилипалые, абьюзеры, всех нужно этих топором, вернее, этих всех персонажей топором рубить подчистую, потому что они реально вам мешают. Мешают вам идти к вашему исполнению, к вашему предназначению. Кстати, по предназначению многие, кто смотрит этот песочек, люди знающие, ведающие, обладающие определенными дарами и способностями от высших сил. У вас, у всех, мои дорогие, есть свое предназначение. Помогать ли людям? Помочь себе, помочь своим близким, стать тем, кем суждено стать, освоить какое-то дело, профессию. В любом случае я вижу, что человек выходит из какого-то сумрака и занимает какую-то лидирующую позицию по жизни в своем окружении, в своем, скажем так, пророк своего отечества, как это еще назвать. То есть вы становитесь человеком важным для тех, кто рядом.
Вы как будто бы светоч, да, несете знания, несете мир, несете гармонию. С вами хорошо, с вами приятно, многие вас любят. Очень много людей, которые к вам очень хорошо относятся. А есть человек, который прям безумно вас любит, живет только лишь вами. Но, к сожалению, ну, либо так обстоятельства сложились, то ли нет возможности, да, у этого человека к вам проявиться. Но он не проявится. Он будет любить вас просто вечно, пронесет эту любовь через всю свою жизнь. И, ну, на мой взгляд, он не откроется. Вот не будет такой возможности, человек не откроется. Так, здесь я вижу у вас такие противные кошки бродят. Противные кошки — это у нас женщины, которые... Ну, они сварливые, они неприятные и они завистливые. Почему-то вот я вижу, завидуют вам, вашей фигуре, вашему лицу, вашим, там, не знаю, волосам, вашему положению, вашему, там, не знаю, там, финансовому положению. То есть почему-то вот им кажется, что вы такая, знаете, незаслуженно все получаете. Вот они думают, блин, ну что так, да? Ну что, и все там, и прет, и прет, и прет, и прет. Ну как это, да? Я вот такая бедная, несчастная, вся там заработалась, уработалась, одиночка, да, по жизни, там еще что-нибудь, мне так не прет, а вот ей прям прет. Знаете, вот такие вот противные. Причем эти же женщины, они когда вас видят, они прям, знаете, прям аж кланяются, вот так вот, знаете, кланяются, там хвостиком виляют, ой-ой-ой, ты такая классная, так хорошо выглядишь, так изменилась. То есть вот такие лицемерочки. И вы их тоже чувствуете, потому что я, вот честно, с каждым вот песочком, с каждой новой отсыпкой, я тоже чувствую, что люди приходят необычные на мой канал. Понимаете, YouTube он огромный, и так много предсказателей, и столько много разных оракулов. А вы, мои дорогие, попали именно на мой канал, на мои гадания. Не просто так, потому что вас сюда привела ваша интуиция. Понимаете, интуиция очень сильная. И мне вот всегда идет, вот, во-первых, сразу говорю, очень сильные защитники рода, очень сильные, мощнейшие такие, просто, знаете, вот прям титаны, я бы сказала. Плюс вы человек, ну вот если просмотрите практически все мои гадания, у всех вот в гаданиях практически есть звезда. Так или иначе она показывает. Звезда — это человек одаренный и способный. Это не только исполнение от высших сил, но и знак того, что человек особенный. Вот вы, мои дорогие, вот такие особенные есть. Вы чувствуете негатив, вы чувствуете плохих людей. Но есть такой момент, что вы слишком добры, вы слишком нежны, слишком открыты. И когда негативные люди, скажем так, у вас подворовывают, а вы, например, к человеку хорошо, сердечно относитесь, вам, ну, как совесть не позволяет, да, этого человека там послать далеко и надолго. И вот этот момент, он для вас немножечко губительный. Смотрите, здесь у вас, ну, голова, скажем так, шайтана, да. Знак не самый приятный, не самый хороший, но мне нравится то, что он по левую сторону, и то, что он у самого бортика. Это мне говорит о том, что вам удастся преодолеть все его козни, все его происки и все неприятности, которые он в себе несет. Знаете, вот у него в рогах вот сердце, видите? Вот такое в его рогах сердце. Скорее всего, это ваше разбитое сердце, разбитое в каких-то любовных схватках, любовных каких-то моментах. Возможно, предавали, возможно, обижали, возможно, не везло. Понимаете? Но это все были, скажем так, дьявольские козни, дьявольские испытания и дьявольские соблазны. Вы их, мои дорогие, пройдете. Причем пройдете очень успешно, очень удачно. И знаете, откроется реально, да, какой человек должен быть рядом с вами, какой человек сделает вас счастливой. И у многих, кстати, вот именно этот шайтан — это знак того, что ваш мужчина, с кем вы, например, были в отношениях, либо ну, в каких-то вот любовных историях, мужчина, скорее всего, был под чарами, понимаете, потому что, ну, просто так шайтаны не выходят. Они вообще, знаете, сложно их вывести на чистую воду, но если показалось, да еще и в общем, вот поверьте, это не в вас причина, не на вас были чары направлены, а именно на того человека, с кем вы были в отношениях, и вот не получилось. Мужчина обижал не потому, что он злой, не потому, что он вас хотел обидеть, а потому, что он был под чарами. Вот такой момент происходит. Не сожалейте, понимайте, что это был урок. Не зря вы с этим человеком были, возможно,
Вам нужно было пройти именно эти уроки. Вы вышли из них, вы справились, вы молодец. Так, мои дорогие дети, здесь я вижу детей. Кто с детьми молодцы, детки ваши будут расти, вас радовать. Любите их побольше, почаще и побольше внимания уделяйте. Те, кто мечтает о детках, здесь момент спорный идет. С одной стороны, я вижу, что ребенок идет, с другой стороны, я вижу, что женщина сомневается немножко, да. Может быть, возраст, может быть, ни от кого, не с кем, да, мои дорогие. Вот не грешите на высшие силы. Здесь именно идет момент, что вы выбираете рожать либо не рожать. Подумайте про это. Да, не всегда нужно рожать, когда ты с кем-то. И всегда помните, что если высшие силы, да, вот есть даже такая пословица, если Бог посылает ребенка, то Он и на ребенка вам пошлет. Об этом помните. Если хотите, вот прям берите эту возможность, берите эту маленькую звездочку, которая летит к вам. То есть есть душа, которая готова воплотиться, которая рядом с вами находится. Кстати, это воплощение будет кого-то из вашего рода, из вашей семьи. Это не чужая душа, это близкая душа, и эта душа уже давно ждет. Давно ждет. Если вы ее, скажем так, не выберете, если она не воплотится, она не обидится, потому что эта душа вас любит. Но, еще раз говорю, решайте сами, выбирайте сами. И не тяните время. Чем дольше вы будете тянуть время, тем, ну, скажем так, вы сами себя будете вот этими страхами и сомнениями отводить от мысли о беременности и родах. Такой момент я вижу. Но ребенок, вот по крайней мере, один четко вот идет. Кстати, кому-то, может быть, это и не ваш ребенок, а, например, внук, внучка, да, вот продолжение у вас идет. Но, честно скажу, в этом ребенке души чаять не будете. Это просто дар, это счастье, это то, что вас с головой поглотит. Вот такой момент. Так. Мои милые, по работе. Вот по работе вот интересный момент здесь происходит у вас в судьбе. Почему-то мне кажется, что многим здесь вот не ведет. Здесь какой-то, знаете, путь очень сложный. Взлеты, падения, взлеты, падения. Причем это может быть фактически человек там добивался каких-то результатов и падал вниз, либо человек, который мечтал о каких-то результатах, но почему-то всегда его блокировало и отрезало. А здесь знаете, что идет? Во-первых, вам не хватает уверенности в себе, не хватает, как говорится, там когти отрастить, да, и зубы показать. И следующий момент — это то, что вам нужно по-другому посмотреть на ваше дело, на вашу работу. Возможно, нужно чему-то подучиться, возможно, немножечко себя в чем-то подтянуть. Либо, кстати, найти очень хорошего, там, надежного друга, товарища, партнера, который бы вам в работе, в бизнесе помогал. И это было бы для вас просто идеально. Но мне больше идет, как вам нужно немножечко подучиться. На самом деле вы все сами про себя знаете, все подсказочки вам уже были даны, и вы уже все получили. Кто сомневается в выборе пути, кто сомневается в правильности решения по поводу профессии, работы, мои дорогие, ну, честно скажу, я вижу человека талантливого во многих сферах, и исходите из своей интуиции, из своего наития и по зову своего сердца. Вот так я могу вам подсказать. То есть, если вы поставите себе цель, вы добьетесь очень высоких результатов практически в любом деле. Это я вижу. То есть сказать, что там для вас, не знаю, быть врачом — это самое оно, а, например, при этом, там, не знаю, быть там куховаркой, да, там поваром, да, это не ваше, нет. Вы человек талантливый, и везде вот к своей работе относитесь с талантом, у вас все получится. Так, кстати, кто-то хотел с эзотерикой связать свою жизнь, делайте для себя, делайте сначала для себя, для своего удовольствия, ну а дальше по ходу дела, да, я вижу, что о вашем таланте очень быстро весть разойдется на много-много километров вокруг вас. Вот этот момент я вижу. Так, еще надежный друг, хороший помощник, хороший товарищ. Слушайте, ну такой человек в вашей жизни вот появится. Возможно, уже даже и есть, но появится тот, кто ну, просто станет вашим, я не знаю, там, земным ангелом-хранителем и спасителем. Такого человека вам дают не просто так, потому что заслужили, заработали. Человек, который будет вас спасать. Спасать во всех смыслах слова, и который будет всегда рядом с вами. Вот такого надежного, хорошего друга вам дают. Смотрите, курс
курочка, которая несет у нас прекрасные яички. Это будет. Достаток в жизни будет, уют в доме будет, мир в доме будет. Это очень важно. И знаете, что мне очень нравится? Что вот ваш сценарий судьбы, он показывает то, что у вас большая дружная какая-то семья, да, может быть комьюнити какое-то дружное, много людей, которые улыбаются, которые добрые, которые готовы помочь, у которых одни и те же мысли, одни и те же интересы. Это замечательно. Поэтому, мои милые, я за вас спокойна. Я вижу человека, у которого долгая, длинная жизнь, жизнь счастливая, жизнь в радость, не в мучение, в радость. И это просто, на мой взгляд, прекрасно. У вас, знаете, как вот самое лучшее впереди, да, потому что вот она часть негатива, она у нас, ну как нижняя, да, часть, она остается у нас внизу, то есть все плохое вы уже пережили, а впереди у вас только самое лучшее, самое прекрасное. Здесь пара двух людей, здесь есть очаг, есть звезда, которая исполнит желание, и карма, которая отступит. Понимаете, ну а что может быть еще прекраснее, мои милые? Все будет просто замечательно. Так, гадание мое на этом закончено. Спасибо вам за внимание. Всем пока-пока.